Первый центр поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в Ингушетии официально открыт. Обучение на базе Олимпа ежемесячно будут проходить более 100 учащихся с разных уголков республики. Основные задачи центра – выявить одаренных детей и развивать их по 3 направлениям – спорт, наука и культура. Проект стал ингушским аналогом образовательного центра «Сириус». Образовательный процесс организован по тематическим сменам, которые длятся от 14 до 24 дней. Центр уже выпустил первый поток детей, которые прошли обучение по направлениям дзюдо, журналистика, олимпиадная математика. Сейчас набраны новые группы по профилям волейбол, математика и нейротехнология. Будем подключать светодиод и тактовую кнопку, чтобы смотреть, как быстро вы реагируете на зажжение светодиода. Компетенция будущего у ребят по нейротехнологии уже 3-я неделя обучения. Теория пройдена, перешли к проектной деятельности. Сегодня учащиеся собирают интересные им схемы, делятся, чему уже успели обучиться. Считывали пульс, делали дыхательное упражнение, подключали бионическую руку. А вот сейчас чем? Я делаю датчик, чтобы насчитывать пульс человека. Дисциплина напрямую связана с программированием и электроникой. В рамках программы учащиеся постигают азы программирования, учатся сборке базовых цепей. В конце сдают итоговые проекты и получают сертификаты о прохождении обучения по нейротехнологии. Мы занимаемся на базе наборов, связанных с Arduino, на платах Arduino, и программируем на Arduino C. Ребята у нас в основном с 14 лет. А тем временем в соседней аудитории оттачивают математические навыки. Какие 2 события называются равновозможными? Евлоев, пожалуйста. Например, взять игральную кость, четные и нечетные числа, то есть 1, 3, 5 – это нечетные, 2, 4, 6 четные. От простого к сложному сейчас учащиеся проходят курс лекций по комбинаторике, теории вероятности. Начинают с самых азов. Преподаватель Лидия Алмазова делится, что в ее группе собрались целеустремленные дети. На занятиях демонстрируют активность и повышенный интерес к дисциплине. А с первым практическим заданием справились все на ура. Меньше 4 не заработали. 21 человек собрались в нашей аудитории, которых интересует именно профильная математика, которая им, конечно, пригодится и в жизни, и на ОГЭ, и на профильном ЕГЭ, и в дальнейшей их практике в университете, где бы они ни учились. Это очень интересные темы. Это по счету 8-е занятие группы. Здесь изучают темы, которые не проходят в школе. Одно профильное занятие длится 2 часа, как в университете. Я приехала сюда, чтобы заниматься математикой, так как нам предложил это наш учитель математики, чему я очень благодарна, потому что это в первую очередь был для меня большой опыт. Очень понравилось и, несомненно, приеду сюда еще раз. Кажется, здесь дни стали более веселыми. Здесь очень много всего интересного. Я приехала сюда, чтобы обучаться математике профильной. Я думаю, что мне это в будущем поможет. И я смогу сдать экзамены. Надеюсь, что все их сдадут. Занятия у детей проходят 3 недели. Для полноценного функционирования центра организован спальный корпус с круглосуточным пребыванием детей и педагогов. Отдельные блоки для мальчиков и девочек. Уроки начинаются в 9 утра. Помимо профильных занятий, дети обучаются по всем остальным школьным предметам, которые по общему стандарту длятся 40 минут. Также для обучающихся предусмотрено комплексное 5-разовое питание. 3 недель, мне кажется, очень мало. Хотелось бы прожить здесь намного больше, потому что жить и проживать в этой школе – это просто нереальный опыт, потому что здесь можно продвигаться не только по области, которую ты выбрал. К нам приходят разные режиссеры, актерское мастерство, к нам приходят актеры разные, нам учат нас грамотно разговаривать, вообще очень много чего. Лицей-центр одаренных детей «Олимп» создан с учетом опыта образовательного центра «Сириус» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. При этом учреждение не ограничивается интенсивными занятиями. В лицее-центре по классической форме обучаются дети из Яндари с 5 по 9 классы. Еще летом местные жители были обеспокоены, смогут ли их дети пойти в новую школу, разгрузят ли старые переполненные, работающие в режиме двухсменки. Теперь они могут не просто получать знания по основным предметам, но и развиваться по разным направлениям, раскрывать свои скрытые таланты, посещать все дополнительные секции центра. Актерское мастерство, современные медиа, гончарное дело и не только. Жизнь детей в центре, она насыщена.
И я надеюсь, что детям будет пребывание в центре пойдет им на пользу. Это должно быть не только вот развитие научное там или по направлению спорта или культуры, а общедоступный, общеразвивающий компонент, чтобы он присутствовал. Вот мы к этому стремимся в любом случае. С детьми и с мальчиками, и девочками находятся круглосуточные воспитатели. С ними ночью также остаются воспитатели. С ними ночуют они, и то есть посменно у нас эта работа осуществляется. Лицей-центр рассчитан на 720 мест. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса отвечают высоким требованиям. В школе оборудовано 32 кабинета, в том числе специализированные классы. Они оснащены всем необходимым оборудованием и средствами для проведения занятий. Максимально оснащены различным инвентарем кабинет биологии, кабинет нейротехнологии, информационные кабинеты. Все заточено на то, чтобы человек, и особенно ребенок, любознательный ребенок, потому что в своем подростковом возрасте, особенно это касается детишек с 8 по 11 классы, они очень любознательны. И чем больше мы предоставляем им оборудования и, соответственно, технических и в том числе спортивных возможностей для освоения новых агрегатов, новых направлений, это всегда дает свои результаты. В центре разработана насыщенная программа для досуговой деятельности и дополнительного образования, современная библиотека, кабинет музыки, учебные классы для организации внеурочной деятельности. Актовый зал рассчитан на 200 мест, оборудован оргтехникой, современной музыкальной аппаратурой. Систематически мы проводим творческие вечера с детьми. То есть досуг у них бывает насыщен. Также с ними работает штатный психолог, всевозможные психологические тренинги. Мастер-классы мы организуем, приглашаем сюда именитых деятелей науки, искусства, культуры, спорта и организовываем с ними мастер-классы. Особое внимание в лицее-центре также уделяется физической подготовке учащихся, подъему детей в 6 утра, далее пробежка, разминка. Также у нас есть тренажерный зал, где дети могут, куда мы их заводим, и с ними инструктор по физической культуре занимается, показывает, как нужно пользоваться теми или иными тренажерами. Первый в регионе центр одаренных детей под названием Олимп. Соответственно, наша задача целиком и полностью соответствовать этой стратегии. И сейчас, чем мы хотели бы очень сильно похвастаться, тем, что у нас сейчас в регионе первый скалодром на базе нашего центра и, соответственно, школы, где все наши дети и из числа лицеистов, и из числа одаренных детей, которые у нас регулярно в каждой смене занимаются по направлениям наука, культура и спорт, могут также попробовать свои навыки на скалодроме, потому что для нашего региона, в котором столько гор, мне кажется, это в любом случае как минимум необходимый навык для того, чтобы наши дети знали, что это такое. Просвещению детей здесь способствует чуть ли не каждый уголок. Работники центра убеждены, что креативное оформление школы играет огромную роль в развитии детей. Картины, цитаты, графики посвящены различным направлениям – география, культура, история, спорт, литература. Оформление школы – это самое, что ни на есть начало. Это первое знакомство ребенка с тем местом, в котором ему стоит пребывать. Тем более дети центра одаренных детей пребывают здесь круглосуточно. А наша задача, профессиональная задача команды – обеспечить ребенка это пребывание здесь максимально комфортным, креативным и максимально познавательным. Наравне с образовательным процессом развиваем в себе коммуникабельность. В Олимпе дети не только постигают науки, оттачивают актерское мастерство, раскрывают свои скрытые способности, но и находят новых друзей. Даже не хотим прощаться с ними. Будет очень грустно. Мы будем очень скучать по этому месту. Я очень рада, что я сюда попала. На самом деле, это замечательная школа, тут замечательные учителя. Я выбрала себе направление нейротехнологию, и наша преподавательница, она очень все нам хорошо преподносит. Попечительский совет лицей-центра «Олимп» возглавляет глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. В состав совета входит вице-премьер, министр образования Сетбокова, министр культуры и спорта Ингушетии. За финансирование образовательных проектов отвечает депутат Госдумы Бекхан Барахоев. А вот участие наших талантливых ребят в мероприятиях федерального уровня будет обеспечивать сенатор Мухарбек Барахоев. Раз в 2 месяца будут проводить совещания, где директор центра отчитается перед попечительским советом об организации учебного и научного процесса. Диана Дударова, Хамзат Халухоев. Новости 24.